Узбекистан. Борьба с худжрами продолжается. Куляб. Молодежь просится в Афганистан. Туркменистан. Свадьбы под контролем Аркадага. Hech kim majbur qilgani yo'q. Alloh roziligi uchun. Men pul ham so'raganim yo'q bulardan. В ходе профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками ГУВД города Ташкента и СГБ в Учтепинском районе, было установлено, что гражданки Каримбаева Арафат, Рихсибаева Хадича и Раупова Лабар занимались незаконным религиозным обучением девушек и женщин, не имея соответствующего религиозного образования и разрешения от Центрального органа управления религиозных организаций, сообщается 10 августа на официальном сайте ГУВД города Ташкента. По данному факту было возбуждено административное дело по статье 241 «Нарушение порядка преподавания религиозных вероучений» Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности. В отношении каждой из них судом было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 БРВ. Также пресс-служба администрации Зангиатинского района Ташкентской области сообщила о задержании 25-летнего мужчины, который обучал детей арабскому алфавиту, таджвиду, Корану и арабскому языку. В сообщении отмечается, что ранее несудимый гражданин Ташкента 1996 года рождения тайно организовал худжру в Зангиатинском районе Ташкентской области, где в общей сложности 25 детей обучались арабскому алфавиту, таджвиду, священному Корану. 21 августа в таджикском сегменте Фейсбука было опубликовано короткое заявление от имени группы молодежи и жителей среднего возраста Кулябского региона. Если президент Таджикистана и наш уважаемый лидер разрешит, мы, молодежь и жители среднего возраста Кулябского региона Хатлонской области, присоединимся к Ахмаду Масуду и Ата Мухаммаду Нур и будем содействовать разгрому экстремистских групп талибанов в Азии и Афганистане, говорится в сообщении. Согласно утверждениям авторов публикации, желание присоединиться к Ахмаду Масуду изъявили уже 1850 человек, якобы подписавших это обращение. Также в публикации говорится, что подобное патриотическое письмо жителей Куляба на имя президента РТ будет отправлено в 6 часов вечера. Вместе с текстом опубликовано и фото так называемых добровольцев, готовых отправиться в Афганистан, несколько молодых мужчин с автоматами в руках. Наблюдатель отмечает, что данное обращение, очевидно, исходит не от жителей Куляба, а инициировано со стороны режима, желающего активировать национал-патриотические настроения у населения. Причем нечто подобное режим уже провернул в конце апреля после стычки на таджикско-кыргызской границе в Варухе. Тогда, после произошедшего конфликта на границе с Кыргызстаном, таджикский режим начал националистическую пропаганду, после чего в Варух якобы прибыли добровольцы из различных регионов страны, которые, как описывают очевидцы, не были похожи на простых обывателей. Редакция Хабарху сравнила так называемые фотографии из Куляба, опубликованные 21 августа, с видеозаписями апрельских событий на таджикско-кыргызской границе и обнаружила, что это одни и те же люди, причем даже в той же одежде. В социальных сетях на так называемое обращение из Куляба отреагировали с сарказмом. Пользователи недоумевали, откуда у жителей Куляба автоматы, а также задавались вопросом о том, где были эти патриоты, когда правительство Таджикистана отдало более 1000 квадратных километров земли Китаю. Происходящих в последние годы на территории Афганистана. Эксперты отмечают, что таджикский режим сильно обеспокоился ситуацией, сложившейся в Афганистане, и опасения данные являются вполне обоснованными, ведь население Таджикистана испытывает искреннюю ненависть к Рахмону после почти 30 лет его правления, которое ассоциируется с невероятным уровнем коррупции, экономическим упадком и постоянной борьбой с проявлениями ислама. Вице-премьер Туркменистана по вопросам культуры и СМИ Мехриджамал Маммедова на заседании Кабмина 20 августа представила постановление об утверждении положения о государственном регулировании оказания культурных услуг на свадебных и других торжествах в стране. Об этом сообщает туркменское госинформагентство ТДХ.
В отдельной публикации ТДХ пишет, что документ разработан в целях сохранения уникальности многовековой национальной культуры и искусства, традиций и обычаев, государственного регулирования оказания в Туркменистане культурных услуг на свадебных и других торжествах певцами, музыкантами, танцорами, ведущими и иными работниками искусств и творческими коллективами, надлежащего контроля над качественным выполнением этих услуг. Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал документ и отметил важность совершенствования работы по оказанию туркменистанцам качественных услуг и расширению их спектра согласно современным требованиям, пишет Хроника Туркменистана. Отметим, что такого рода регулирование частной жизни туркменов уже давно перестало вызывать удивление. Так, например, в январе 2018 года туркменам запретили ездить на автомобилях черного цвета, а уже в мае того же года их обязали пользоваться автомобилями исключительно белого цвета. В феврале же 2020 года сотрудникам госучреждений и предприятий Лепапского вилаята старше 40 лет запретили красить волосы в черный цвет. И даже более того, тех, у кого свой естественный цвет волос с возрастом остался черным, обязали придать им седой оттенок.